Страшное ДТП с 4 погибшими в Татарстане. Что случилось на сельской дороге ранним утром? Вот этот участок очень особо опасный, крутой спуск, извилистый. Детали трагедии у Алии Сабировой. Километровые пробки, задержки авиарейсов и сугробы по колено. Татарстан оказался во власти настоящей зимы. Хорошо было без снега, спокойно катались. Обильный снегопад шел всю ночь. В столице высота снежного покрова достигла почти 15 сантиметров. Сегодня тяжелее стал добираться заметно уже. Какие еще сюрпризы преподнесет погода татарстанцам на этой неделе, расскажет Алена Струминская. Первые жертвы зимней рыбалки, где провалились под лед. Толщина льда местами 4 сантиметра. Когда безопасно выходить на замерзший водоем? Они выдерживают вес не только взрослого человека, но даже ребенка. В рейд со спасателями выехал Рамиль Шайдулин. Больше полувека здесь куют культурные кадры. Мне открылись со стороны хореографии, вокала, научили правильно дышать, говорить. То они настоящие звезды Института культуры. Самые яркие моменты праздничного концерта в репортаже Вероники Гайнудиновой. Это лишь часть того, о чем мы сейчас расскажем. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. Страшное ДТП сегодня произошло на сельской дороге в Варском районе. В результате лобового столкновения Рено Логан и УАЗа погибли сразу 4 человека. Это одна из самых резонансных аварий 2024 года по количеству жертв. ДТП унесло жизни водителя и пассажиров иномарки. Им было 35, 57, 64 и 65 лет. 3 родителей и их сын. Детали трагедии в материале Алии Сабировой. Удар был такой силы, что кабина УАЗа наполовину ушла внутрь, а Рено Логан больше напоминает груду металла. Это участок дороги возле села Смак-Карса. На снегу еще свежие следы крови. В 10 часу утра здесь столкнулись 2 автомобиля. Водитель автомобиля Рено по предварительным данным не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате водители и 3 пассажира, водитель Рено скончался на месте. Водитель УАЗа получил травмы. К нашему приезду на месте аварии иномарки уже не было. Сейчас специалисты эвакуируют 2-ю машину УАЗ. Повсюду разбитые стекла, куски металла и следы крови. Здесь выяснилось, все пострадавшие в ДТП – жители Сизинского сельского поселения. Рено выехало из поселка Разъезд-Карса. Водитель, Харис его звать, он работал в этом лесхозе, Сабинском лесхозе работал. Трудолюбивый, очень хорошая семья. А те пострадавшие 3, они на пенсии и по уходу за ребенком-инвалидом. Как рассказал глава поселения, сегодня погибшие собирались к врачу в Варск. Супруги 64 и 65 лет везли на прием 35-летнего сына. Довезти попросили соседа. В это время навстречу ехал житель соседнего села Казаклар. После страшного столкновения мужчина выжил с ушибленной рваной травмой головы, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Скорая помощь доставила его в Варскую ЦРБ. К счастью, никаких тяжелых травм у пациента нет. Состояние пациента средней тяжести будет продолжать лечение в условиях Арской центральной районной больницы. Участок возле села Смак-Карса жители считают особо опасным. Волнистая дорога, рядом лесополоса. Говорят, зимой здесь гололед, снегопады, накаты и заносы. Могло ли это стать причиной ДТП? Или виной всему банальное превышение скорости? Или были другие обстоятельства? Выясняют госавтоинспекторы. Алия Сабирова, Рамиль Шайдулин, Игорь Романов. ТНВ. Арский район. Километровые пробки, задержки авиарейсов и первые сугробы во дворах. Таковы последствия обильного ночного снегопада в Казани. Зимняя погода застала врасплох и водителей, и пешеходов. Хотя всю ночь в столице работала спецтехника. На дежурстве она и в эти часы. Кому пришлось взять лопаты в руки? Репортаж Алены Струминской. Снег идет. Эти известные строчки из стихотворения Бориса Пастернака вполне описывают погоду, которая накрыла Татарстан накануне. Обильный снегопад шел всю ночь, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. И по прогнозам синоптиков снег будет идти
до конца недели. Первыми последствия обильного снегопада на себе ощутили автовладельцы. Утром столицу парализовали пробки 8 баллов. Стояли улицы Ершова, Декабристов, Южная трасса, проспект Победы и Ибрагимова. Арату Денисову, чтобы отвезти детей в школу, пришлось выехать из дома раньше на час. Хорошо было без снега. Спокойно катались, без пробок ездили. В школу вроде бы успели. Впритык прям. Снегопад внес коррективы в работу международного аэропорта Казань. Рейс из Стамбула, который должен был приземлиться ночью, перенаправили на запасной аэродром в Самару. В СМИ появилась информация, что некоторым пассажирам пришлось добираться до Казани самостоятельно. Как итог, обратно в Стамбул борт вылетел с 12-часовой задержкой. Полдня в аэропорту провели 75 пассажиров. Ситуацию на контроль взяла Приволжская транспортная прокуратура. Куйбышевская транспортная прокуратура для пассажиров рейса в аэропорту организовала мобильную приемную. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса. При наличии оснований примет меры реагирования. Осадками завалило дворы и тротуары. Многие казанцы сегодня вооружились лопатами. Пришел сюда, да, тут люди ходят, пропинку им, как говорится, сделал, чтобы могли ходить. А потом уже взялся за общий снег. Жители столицы говорят, снег хоть и долгожданный, но хлопотный. Где успевают, там чистят. Где не успевают, там не чистят. Автобус были пробки. Около остановок уже почищено, это уже хорошо. А двор? Двор пока нет. Сегодня тяжелее стал добираться заметно уже, да? Уборку снега убирают, стараются. Я думаю, сначала центр убирают, потом край будет убирать. Ночью на уборку улиц столицы мобилизовали больше 200 единиц техники и 400 рабочих. Израсходовали почти 700 тонн противогололедных материалов. Вывезли 340 тонн снега. Это сравнимо с массой 2 синих китов. В первую очередь были обработаны развязки, путепроводы, центральная улица. Сейчас уже заходим на вывоз дорог 2-3 категории и поселки. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не раз преподнесет сюрпризы. Ожидается снег, к концу недели заметно похолодает до минус 16, а после вновь потеплеет. Придет оттепель, так скажем. Над нашей территорией опять будет воздействие циклона, который принесет теплые воздушные массы с Атлантики. И могут даже быть осадки в виде снега с дождем. Метеорологи говорят, снежный покров лег до конца зимы. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Обстановку с ледоставом спасатели республики называют напряженной. Прочный лед толщиной от 10 сантиметров наблюдается только на небольших прудах и озерах. В других местах нет и 4 сантиметров. Сегодня инспекторы ГИМС вышли в рейд. Сейчас толщина льда на водных объектах такова, что она не выдерживает практически во всех местах вес не только взрослого человека, но даже ребенка. Риск провала под лед усугубил снегопад, который прошел буквально вчера, а это дополнительная нагрузка на лед. Почему сейчас не лучшее время для подледной рыбалки? И если идти за уловом, то куда? Подробный репортаж нашего корреспондента смотрите в программе «Вызов 112» в 8 вечера и 22:00. Набережно-Челнинский суд отправил в СИЗО главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2024 году он получил более 1 миллиона рублей от представителя строительной фирмы за содействие в заключении подрядных договоров на объектах района и общее покровительство. 20 ноября его уже задерживали по подозрению в превышении должностных полномочий, но освободили под обязательство о явке. На этот раз суд Автограда арестовал Ильясова до 20 января. В Татарстане без газа остаются 306 населенных пунктов. Это менее 10% от общего числа тех, кто попал в программы газификации и догазификации. Сегодня о ходе реализации проекта в 2024 году рассказали в Доме правительства. Сейчас у нас газифицировано более 2800 деревень. Это самый высокий показатель в ПФО и один из самых высоких в России. По словам спикеров, проблем с финансированием нет, программа реализуется по графику. Однако не все поселки могут подключить к газу. Для этого они должны соответствовать критериям программы. Решения по ним принимают исходя из целесообразности строительства газопровода. Где-то может остаться электричество или другие виды топлива. Должны понимать, да, если в деревне там 5 домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода, конечно, это, мягко говоря, отрицательная рентабельность. И здесь никакого эффекта мы не получим. На эти деньги можно построить гораздо больше объектов, где нуждающихся будет существенно больше. Но, повторюсь, это решается топливно-энергетическим балансом региона.
С 2021 года газ в республике довели до границ 29 тысяч участков. Только 23 тысячи из них завершили монтаж и потребляют газ. Таким образом, к голубому топливу подключены 81% домов, которым трубу довели до забора. По России средний показатель 51%. Некоторые граждане пользуются программой, не проживая в доме на постоянной основе. Газопровод проводят до забора, однако подключение уже дело собственника. До четверга продолжается голосование за изображение на новой тысячной купюре. Банк России опубликовал предварительные результаты опроса. На банкноте разместят один из 25 объектов ПФО. Татарстан представлен 3 зданиями. Это КФУ, Дворец земледельцев и Чаша. Сейчас лидирует скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Судно, которое знают во всем Поволжье, набрало 112 тысяч голосов. На втором месте памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Его выбрали почти 93 тысячи опрошенных. К вечеру на 3-е место поднялся Татарстанский дворец земледельцев, более 38 тысяч голосов. Принять участие в опросе можно на сайте Центробанка до 12 декабря. Дефицит врачей в татарстанских государственных клиниках может усилиться из-за обязательного требования оказывать медпомощь на основе клинических рекомендаций. Как лечить пациентов, чтобы не отвечать потом перед страховыми организациями и сотрудниками правоохранительных органов? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в Малайзию. Под его председательством завтра в Куала-Лумпуре пройдет заседание группы стратегического видения России и исламский мир. Главная тема – взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности. Позицию Татарстана по федеральной реформе местного самоуправления лично рассказали председателю Госдумы Вячеславу Володину и передали в администрацию президента России. Об этом сегодня рассказал Фарид Мухаммедшин. Напомним, этот законопроект в российском парламенте собираются рассматривать 12 декабря. Предлагают упразднить поселенческий уровень местного самоуправления. Татарстан выступает за предоставление регионам права самим выбирать устройство муниципальной власти. Я встретился и с Володиным, встретился и с аппаратом президента Российской Федерации, рассказал. Не знаю, чем все это бодяга закончится, но я считаю, что этот институт самый низовой, самый близкий к людям, базовый наш. Он должен работать и остаться. Проект федерального закона об общих принципах местного самоуправления обсудили сегодня и в Госсовете на заседании профильного комитета. Как отметили, действующий закон позволяет республике в 2025 году провести муниципальные выборы по нынешней двухуровневой системе. Дальше будем думать. Право законодательной инициативы от субъектов остается. Самое главное, чтобы условия жизни населения не ухудшались, подчеркнул председатель комитета Альберт Хавивулин. От предоставления земельных участков и списания долгов до простого человеческого отношения. Сегодня на заседании Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век» обсудили действующие меры поддержки участников СВО и что еще необходимо. Этому вопросу в наступающем году в Татарстане уделят особое внимание. 2025-й Раисом объявлен годом защитника Отечества. Чтобы это работало на местах, конечно, нужно где-то дожимать. Участник СВО из набережных Челнов Тимур Нусратов служил в разведке. Рассказывает, когда приходишь в государственное учреждение за помощью, порой не хватает простого человеческого отношения. Должен добросовестно исполнять свои обязанности, просто на своем рабочем месте. То есть чиновник чиновнику, смотря какой человек попадется. И также ниже, то есть до самого чиновника не всегда получится, у него есть помощники. А бывает так, что помощники до чиновника они не доведут. То есть пришел, обратился, а они да, и все. Сейчас в России для помощи участникам СВО действует единая система. Приняты более 100 законов. Есть региональные меры поддержки. То, что реализация во многом зависит от работы на местах, отметил Фарид Мухаммедшин. Накануне он встречался с участниками СВО. Вопросов много. Я вот такую пачку предложений, просьб привез. Сейчас расписываем по правительству, Рустаму Нургалиевичу, аппарат президента, министерство соответствующее. Есть факты, когда к мнению, обращению людей относятся безразлично. Накануне президент России распространил выплату до 4 миллионов рублей по инвалидности для участников СВО из числа сотрудников Росгвардии, ФСБ и еще ряда ведомств. Принято решение о списании долгов по кредитам до 10 миллионов. Раис республики поручил разработать программу по адаптации бойцов после возвращения из зоны СВО. Верим, что в ближайшее время все-таки победа будет за нами. И
как организовать работу уже по возвращению военнослужащих, как они должны реально влиться в мирную жизнь, какую помощь потребует по вопросу трудоустройства, по вопросу социальной поддержки, по вопросу психологической помощи. Госсовет Татарстана сейчас готовит ряд законопроектов. Адресные меры поддержки хотят продлить на год и начислять независимо от наличия долгов по налогам. Еще в планах выделения земель. Я внес в Государственный совет закон о предоставлении участникам специальной военной операции, которые получили звание героя или ордена Российской Федерации, чтобы они получили возможность получать земельные участки в Республике Татарстан бесплатно. С предложением также выступил Минздрав республики. До 75% участников СВО в той или иной степени теряют способность полноценно слышать. И в дальнейшем, возможно, нужны будут какие-то взаимодействия и решения на уровне законодательного по обеспечению слуховыми аппаратами на льготной основе. На встрече решили обобщить все меры поддержки и выпустить специальные информационные материалы, чтобы каждый знал, что положено и как получить. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Казани сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное героям Отечества. Ежегодно их и их семьи чествуют в штабе Союза ветеранов. Вот и сегодня здесь собрались герои России, ветераны вооруженных сил, труженики тыла, герои соцтруда. На встречу пришли герои России, наши земляки Газинур Хайруллин и Иван Жарский, кавалер ордена Трудовой славы Данил Фатхуллин, герой соцтруда Любовь Смирнова. Они рассказывали подрастающему поколению о своем жизненном пути, делились боевым опытом. У нас на груди висят ордена, висят медали. Мы не должны забывать, что эти медали и награды коллективны. Коллективны нашим личным составом, которым мы командовали, нашими товарищами, которые рядом находились с нами, которые нам помогали. В селе Бюрганы Буинского района открыли мемориальную доску в память о земляке Алексее Мужикове. Он погиб в ходе специальной военной операции. Памятный знак установили на фасаде школы, в которой боец учился. Внутри здания оборудован уголок, посвященный герою. Героически погиб в сентябре 2024-го, посмертно награжден орденом Мужества. Памятная доска Алексею была установлена по инициативе односельчан и при их финансовой поддержке. Главное – не допустить появления обманутых дольщиков. Министр строительства республики Марат Айзатуллин сегодня на встрече с журналистами подвел итоги года и рассказал о планах на будущее. Как он отметил, в связи с ростом ключевой ставки год для стройиндустрии будет непростым. При этом планку по вводу жилья сбавлять не собираются. Как и в этом, планируют построить около 3,5 миллионов квадратных метров. На встрече министр поблагодарил журналистов за освещение работы отрасли. Дипломами отметили наших коллег Алию Хайрудинову и Ильдара Софиуллина. Учитывая то, что сегодня происходит с ключевой ставкой, мы уже сегодня видим, что там есть определенный спад. В России уже большие, так скажем, застройщики уже начинают с рынка уходить. Но у нас пока ситуация такая стабильная. Для нас главная задача, чтобы не было никаких там диамантов, дольщиков. Стартовал прием заявок в проект «100 лидеров. Татарстан будущего». Его организует Торгово-промышленная палата. Это республиканский проект для привлечения молодежи в предпринимательство. В этом году 4 номинации: лучшая бизнес-идея, социальная идея. Еще 2 номинации связаны с использованием искусственного интеллекта и научно-технологическим развитием. В проекте могут участвовать татарстанцы от 18 до 35 лет. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса до 10 февраля. В России идет голосование за молодежную столицу страны. В финал конкурса вышел один из городов ПФО – Пермь. Победитель получит право на реализацию значимых проектов в сфере молодежной политики, проведение грантовых конкурсов. Голосование проводится на спецплатформе портала Госуслуги до 20 декабря. Итоги подведут 22-го на ежегодной премии «Время молодых». Как нейросети меняют современный маркетинг и журналистику, и какими инструментами искусственного интеллекта должен владеть современный сотрудник медиа. Об этом сегодня говорили в Союзе журналистов республики. С возможностями нейросетей представителей СМИ Татарстана ознакомила эксперт Алсу Хайбриева. Она рассказала о самых востребованных сервисах и о том, как они могут дополнить работу представителям медиаиндустрии. Мир меняется. Впереди диджитал направление. Все новое всегда интересно. Конечно, я буду это все использовать в своей работе.
Казанскому институту культуры 55. Большой юбилей отметили на большой сцене. Праздничный концерт состоялся в оперном театре. Сегодня в вузе обучаются 2000 студентов, работают 300 педагогов. Большинство заслуженные и народные артисты страны и республики. Репортаж Вероники Гайнудиновой. На сцене оперного от народного искусства и классических произведений до современных интерпретаций. От хореографии и вокала до театральных постановок. Праздничный концерт, как и сам Институт культуры, охватывает все грани творчества. Своими делами Отечество славим. Концерт благотворительный. Все деньги, собранные с продажи билетов, направят на поддержку участников СВО. В прошлом году вуз покупал нашим бойцам машину. И пусть всегда будет 5 и 5. Дорогие друзья, дорогие преподаватели, хороших вам, добрых, ярких студентов. Дорогие студенты, всегда помните, что рука об руку рядом с вами замечательные люди, преподаватели, те, которые создают и открывают наши дороги. Казанский институт культуры в 1969 году открылся как филиал Ленинградского института культуры и перерос в крупный научный центр. И это в своей поздравительной речи еще раз подчеркнул заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Больше полувека Институт культуры служит искусству. Их труд, несомненно, важен и значим. Они опора культурной жизни Татарстана. Поздравляю весь коллектив и студентов. Пусть ваши благие дела продолжаются и дальше. На сегодняшний день мы ведем крупные проекты. Мы стали кандидатами «Приоритет 2030». В рамках национального проекта «Наука и университет» у нас создан инжиниринговый центр. Наши студенты в федеральном проекте «Университет технологического предпринимательства» выиграли и победили на федеральной площадке 20 стартапов. За 55 лет вуз выпустил тысячи профессионалов, которые сегодня развивают искусство Татарстана. На концерте выпускники и студенты вуза. Как только я поступил в Казанский государственный институт культуры, мне открыли со стороны хореографии, вокала, научили правильно дышать, говорить. Раньше я был любителем, а теперь стал более профессиональным. Мы преподаем на 2 языках, на русском и татарском. И у нас реализуются все творческие специальности, которые есть в сфере культуры и искусства. Более того, чем мы отличаемся, чем мы привлекательны для будущих абитуриентов, это тем, что у нас теория переплетается тесно с практикой. Народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева преподает здесь 28 лет. Народный артист Салават Фатхудинов больше 20 лет. Сейчас он почетный профессор института. Больше 40 выпускников, народные и заслуженные артисты республики. Есть и обладатели государственных наград России. Эти звания, они это результат труда многих наших преподавателей, профессоров нашего вуза, которые дают замечательные, скажем, занятия, навыки приобретают. У нас выходят специалистами Высшей школы искусства. Институт продолжает писать свою историю и воспитывать новое поколение талантов. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваше сообщение станет поводом для нового репортажа. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Реабилитация, физиотерапия и спортивная медицина. Millennium Clinic. Больше, чем лечение. Ну и как мне все это перевести? Есть решение. Своя машина. Удобно, выгодно, всегда под рукой. А как же страхование жизни и каска на твое усмотрение? Оформи в Энергобанке автокредит на выгодных условиях. Флориаль – центр цветочной моды, царство изысканности и красоты. Свежие цветы, стильные букеты и композиции с учетом последних трендов флористической моды. Подарите цветы и с ними ощущение счастья от Флориаль.
Мы уже 8-й раз в Армлен за лекарствами приходим, мы столько не болеем. Тихо ты, не видишь, какие подарки за покупки? Во всех аптеках Фармленд вас ждут новогодние подарки за покупки. Не расслабляйся, завтра еще придем. В этот Новый год Центрофинанс поможет поздравить вам близких. Получите деньги в офисе с одобрением до 90% на подарки любимым. А еще гарантированный подарок для вас. Ждем в офисах Центрофинанс. В ленте с 1 по 15 декабря недели халяль. Скидки до 38%. Колбаса халяль, сервелат 200 граммов, 189 рублей. Все самое выгодное в приложении. Лента. Все сбудется с зимней сказкой от КПК «Приволжский». 29% годовых по сбережениям. Пополнение в любое время. Зафиксируйте выгодную ставку по сбережениям и воплощайте свои мечты в реальность. Качественный оцинкованный забор из 3D-сетки с полимерным покрытием прослужит не менее 30 лет. ДАИС – комплексное решение для любых объектов и отраслей. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан» приглашает на кастинг девушек от 14 до 23 лет. Кастинг состоится 15 декабря в торговом центре «Мега». Регистрация по телефону 29 010 29 для аудитории 12+. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бадрудинов. В течение всей предстоящей недели в Татарстане ожидается циклонический характер погоды. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Зеленодольске будет облачно, пройдет снег и мокрый снег. Температура в течение суток от 2 до 3 мороза. В Буинске, Апастово и Дрожжаном пасмурно, местами снег и мокрый снег. Температура днем от -1 до -2, ночью от 2 до 3 градусов мороза. В Чистополе, Черемшане и Аксубаево облачно, небольшой снег лишь в отдельных районах. Температура днем и ночью от 1 до 2 градусов мороза. В Актаныше, Агрызе и Менделеевске будет пасмурно, пройдет снег. Температура днем -2, ночью 2-3 градуса со знаком минус. В Альметьевске, Азнакаево и Бугульме облачно, днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток от 2 до 4 мороза. В туристических городах республики погода неустойчивая. В Свияжске -1 градус днем и -2 градуса ночью. Будет облачно, пройдет снег. В Болгаре пасмурно, без осадков. Температура днем -1, ночью -2 градуса. В Елабуге облачно, ожидается небольшой снег. И днем и ночью -2 градуса. Петерсон заботится о здоровом сне и предлагает товары. Матрасы, диваны, кровати. Делает упор на качество по доступной цене. Гарантию долгого срока службы, применение экологичных, надежных материалов, изготовление по индивидуальному заказу. Петерсон. Идеальная формула вашего сна. Ждем вас по адресу: город Казань, улица Сибирский тракт, 34Л. В Казани будет облачно, пройдет мокрый снег. Температура днем -1, ночью 2 градуса ниже нуля. Атмосферное давление в норме. Оно составит 751 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный около 6 метров в секунду. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите свое здоровье. Всего доброго. Энергос, умышло болсын.